О самых заметных событиях понедельника, 26 декабря, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Награждение в преддверии Нового года. Айсен Николаев вручил госнаграды якутянам, внесшим своими трудовыми достижениями личный вклад в развитие родной республики и страны. Первые шаги в науке. Ученики столичной школы номер 26 стали дипломантами 30-го Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ. Совместная работа. Анимационная студия создала 4 мультсериала в этом году на родном языке с помощью нашей компании. Фотозоны для школьников. Педагоги первой городской школы Ленска креативно подошли к оформлению своего учреждения к Новому году. И что подарить близким на Новый год? Об этом можно было не задумываться посетителям ярмарки в школе 8-го вида в поселке Нижний Куранах. На ледовом автозимнике Хатас и Павловск увеличили грузоподъемность, разрешили движение транспорта весом до 20 тонн. Таким образом, на переправах республики идет постепенное повышение разрешенной максимальной массы транспортных средств. Но в предстоящие новогодние выходные временно изменится график выплаты и доставки пенсий. Так, доставка в Улусах отделениями почтовой связи 5 и 6 января будет осуществляться по установленному графику, а за 7 января граждане смогут получить выплату 4 числа. За 8 января выплату можно будет получить 9. Доставка в Якутске и пригородах, кроме 7 января, будет по установленному графику. За 7 января выплату также можно будет получить 4 числа. Перечисление пенсий получателям через кредитные организации, у которых график выплаты 8, 10, 16 и 17 числа, проведут досрочно 30 декабря текущего года. Для получателей пенсии через банки на расчетный счет и для получателей социальных выплат будет осуществлена досрочно, то есть отделением пенсионного фонда средства будут перечислены 29 числа. По договору кредитные учреждения зачисления на расчетный счет получателям должны 30 декабря зачислить. Родители военнослужащих якутян могут отправиться на санаторно-курортное лечение в любую точку России. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Балабкина на брифинге о мерах поддержки. Такое право им предоставляется раз в 3 года. Либо данную помощь можно получить через денежную выплату в размере стоимости путевки в санатории, не более 60 тысяч рублей на одного родителя. Продолжительность лечения в санаторно-курортных учреждениях 14 календарных дней. Вице-премьер также обратила внимание на поддержку детей военнослужащих, которым до года требуется молочная смесь. Для данных мер родители могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Необходимо обратить внимание на то, что денежная выплата в размере авансирования стоимости, она перечисляется на основании комплексного заявления, подаваемого в НФЦ и сведений о реквизитах лицевого счета. То есть уже родители могут приезжать в санатории с наличием соответствующих денежных средств у себя на счете и эту услугу получать. А при возмещении фактических расходов, тогда, когда происходят фактические расходы, конечно же, нужен подтверждающий документ. Во исполнение указа главы Айсена Николаева Министерство образования и науки для семей бойцов реализует 5 мер поддержки. Об этом заявила Ирина Любимова, министр образования и науки республики. Министерство образования и науки нашей республики реализуем 5 мер. Во-первых, это дети, когда посещают детские сады, они освобождаются от родительской платы. И на сегодня 865 ребенка освобождены от платы, взимаемой от родителей. И далее, во-вторых, это организацию питания детей с 5 по 11 класс. Мы сегодня 988 детей тоже обеспечиваем бесплатным горячим питанием. А что касается у нас предоставления в летнее время
путевками в летние лагеря, отдых детей. Поступило сегодня и обработано 1103 заявлений. Из них сегодня отдохнули 129 детей. Далее у нас заключение по целевому обучению договоров. Приоритетно мы хотим студентов, которые подлежат поддержке. Сегодня мы 102 заявления приняли, обработали, но заключили договора всего 19. Вот. И еще одна мера поддержки – это обеспечение специальных стипендий студентов, которые у нас тоже таким критериям подходят, категориям студентов. Это 278 стипендий сегодня мы обработали, одобрили и оплатили. Из них студентов высшего образования 80. Меры продолжаются, и мы работаем с муниципальными образованиями, с городскими округами, доводим до родителей, до управления образованием. Айсен Николаев вручил государственные награды якутянам, внесшим своими трудовыми достижениями личный вклад в развитие родной республики и страны. В торжественной обстановке почетными званиями, знаками отличия, почетными грамотами президента России и главы республики за выдающиеся заслуги награждены свыше 50 человек. Глава отметил, что уходящий год выдался для страны непростым, но, несмотря на все трудности, сегодня каждый из нас работает на решение важнейших задач, обеспечивает надежный тыл. Так, почетный знак имени Софьи Сидоровой присужден председателю комитета родителей солдат и матросов республики Марии Егоровне Емельяновой. Наш комитет работает более 30 лет. Я сама работаю в этом комитете более 20 лет. А в этом году в связи с этой спецоперацией работа обострилась. Очень много ездим по войсковым частям, даже на передовой съездили, помогаем нашим ребятам. И работа продолжается. Каждый день обращаются родители, каждый день обращаются мобилизованные, контрактники и срочники. Также награды в преддверии Нового года получили представители вооруженных сил России, противопожарные службы, здравоохранения, образования, культуры, промышленности, транспорта, строительного комплекса и сельского хозяйства Якутии. Государственные награды вручили 51 якутянину. Дворец культуры и духовного развития торжественно открыли в селе Намцы. Долгожданное для жителей села событие стало символическим завершением юбилейного года и своеобразным подведением его итогов. Дворцу присвоено имя выдающегося уроженца Намского улуса Максима Амосова. О том, как провели праздник, в материале Анны Пшенниковой. Открытие здания Дворца культуры и духовного развития, построенного в сжатые сроки на средства компании «Алроса», стало настоящим событием для жителей в селе Намцы. Однако его масштаб вышел далеко за рамки сельского и даже улусного значения. Мероприятие стало красивым завершением 2022 года, который вобрал в себя сразу несколько знаковых для республики юбилеев. Столетие образования Якутской ССР, 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства и 125-летие Максима Амосова. Имя выдающегося земляка и было присвоено новому Дому культуры. Празднование юбилея подняло волну общественной активности. По всей республике прошло множество патриотических, волонтерских, экологических акций, которые объединили десятки тысяч людей. Я искренне благодарю всех якутян за активную гражданскую позицию, за то, что вы всей душой болеете за родную Якутию. Неравнодушие и вовлеченность каждого из нас, они особенно важны именно сейчас. Дворец построен в рамках проекта «100 социально значимых объектов к столетию ЯССР». Строительство многофункционального культурного центра началось 27 апреля 2020 года. Тогда была забита первая свая и очерчены временные горизонты. Компания «Алроса» осуществила полновесную финансовую поддержку проекту по линии целевого фонда будущих поколений. И это позволило завершить все работы в сжатые сроки. На строительство было выделено 480 миллионов рублей. И вот теперь в центре села стоит красивое современное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров. Прекрасный дворец. И очень здорово, что новые социальные объекты появляются не только в Намском районе, но и по всей территории Республики Саха-Якутия.
Алроса вносит свою лепту в строительство таких объектов. Вот поэтому желаю только, чтобы он скорее наполнился жизнью, чтобы здесь было как можно больше положительной энергии и чтобы район получал отдачу от такого замечательного объекта. На сегодняшний день дворец является самым большим в сельской местности в Якутии. В него вошли все основные учреждения культуры Улуса, которые переехали в новое просторное и светлое здание из морально устаревших и порядком обветшалых построек. Благодаря поддержке промышленников новый дом обрели Намский историко-этнографический музей и филиал Национального художественного музея, местная библиотека, Дом народного творчества. Появились большой концертный зал на 400 мест, помещение для музыкальных коллективов и новый ЗАГС. В день открытия дворца в новом ЗАГСе состоялось первое бракосочетание, а творческие коллективы уже наметили первые большие планы. Ой, вообще сколько лет ждали, 20 лишним лет ждали вот этот дворец. И такое впечатление светлое, радостное, новые возможности, новые планы, народные песни, тоюки и хомус, и еще будем еще для танца. Надо сделать вот это оркестр. Сегодня в республике наметился устойчивый и эффективный тандем власти и горнодобывающих компаний. Совместная работа позволяет осуществлять самые амбициозные проекты. Во многом благодаря такому сотрудничеству Якутия по итогам уходящего года вошла в 5 регионов России по посещаемости населением культурных мероприятий. По словам главы республики Айсена Николаева, это не просто цифры, это радость людей, качественный досуг, полноценный отдых, а значит более высокий уровень жизни населения. Глава отметил, что дворец стал еще одним символом огромного вклада Алроса в развитие Якутии и выразил благодарность руководству компании и лично Сергею Иванову, целевому фонду будущих поколений и строителям. Сегодня можно говорить с уверенностью, такая работа будет продолжена. Анна Пшенникова, Георгий Григорьев, Намский Улус. В Северо-Восточном федеральном университете стартовала защита проектов развития в рамках программы «Приоритет-2030». В первый день отчеты представили 10 учебных и структурных подразделений университета. Отметим, всего реализуют 18 проектов, направленных на трансформацию вуза. Напомним, в прошлом году в честь юбилея университет объявил конкурс проектов развития в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». На их реализацию выделено 65 миллионов рублей. Одним из первых проект представил ботанический сад, который запустил цифровой гербарий уникальных растений Якутии. Полигон успешно реализовал экоинформационный проект «Сад знаний», объединивший ряд научно-популярных проектов с общей целью повысить уровень экоосознанности горожан и способствовать позиционированию СВФУ как центра экопросвещения и воспитания. Благодаря этому мы создали веб-портал, сайт знаний, который включает в себя всю накопленную нами информацию. Он продолжает дальше развиваться, наполняется информацией. В него включено оцифрованный гербарий. Сейчас пока это только 100 видов, которые в окрестностях города Якутска. Это и данные по климату долины Тоймада, и различные другие интересные вещи, которые помогли бы каждому человеку осознать, насколько он может нести, какой он может вклад нести в дело охраны природы. Итоги всероссийского видеоконкурса «Смотри, это Россия» подвели в Якутии. Конкурс объединяет ребят со всей страны и дает возможность стать ближе, даже находясь в тысячах километрах друг от друга. В этом году участие в нем приняли более 27 тысяч школьников из всех регионов России, без исключения. 6 команд победителей, лидеров в 10 номинациях, от партнеров конкурса и победителей спецноминации от главы республики поздравили сегодня на торжественном подведении итогов. Конкурс был инициирован школьниками из Якутии в 2020 году. Если в первый год конкурс собрал более 17,5 тысяч участников из 85 регионов, то в этом году в нем приняли участие более 27 тысяч школьников из 89 регионов. Первые шаги в науке. Ученики столичной школы номер 26 стали дипломантами 30-го всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ. Конкурс провели в 2 тура. 20 юных якутян представили свои проекты жюри. Продолжит Марферина Алексеева. Научно-исследовательский конкурс проводится среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет.
Мероприятие проходит в 2 тура – в заочном и очном форматах. Около 400 ребят из 36 субъектов России представили свои проекты. Из них 20 юных якутян, 3 из которых заняли призовые места. Это учащиеся 4 классов 26-й школы. Олеся Афанасьева в своем проекте рассказала о детском фрилансе на примере иллюстратора. Девочка увлекается рисованием и графическим дизайном. В свои 10 лет она зарабатывает на карманные расходы путем продажи своих рисунков в социальных сетях. Как и я, дети могут зарабатывать в своем возрасте до 14 лет. Давай откроем приложение и покажем некоторые твои работы. Вот сейчас пока. Это я делала специально для своих друзей, у которых на канале появилась 1000 подписчиков. Это я для себя, потому что это мой любимый персонаж из игры. Это я сделала на заказ. И это тоже на заказ. А приложение как называется? Озвучь еще раз. Приложение называется Ibis Paint X. Оно бесплатное или платное? Оно бесплатное приложение, там бесплатные кисточки и очень удобно рисовать. Айтал Необутов выступил в секции «Военная история. Родословие» и рассказал о первом из народа Саха герое Советского Союза Федоре Попове. На изучение биографии героя Айтала вдохновил его дедушка, поведав о том, что Федор Попов является их земляком. Сделал из пластилина о героической переправе роты автоматчиков. В этом бою отличился Федор Кузьмич Попов. Дедушка увидел мою работу и рассказал, что Федор Кузьмич Попов, как он, родом из Мегина Кангаласского района, что мегинцы очень гордятся своим земляком, первым из народа Саха героем Советского Союза. А Ниргун Наговицын защитил работу на тему имени прилагательные в названиях населенных пунктов Якутии на русском языке. Ниргун изучил названия поселений и нашел 48 населенных пунктов, названия которых говорящие и даны в честь основателей, особенностей или отличительных признаков местности. Прилагательные могут описать цвет, запах, форму предмета, рассказать о чувствах, характерах, настроении. Например, Белая гора – это от Белой горы, Большой Немныр – Немныр – это такая рыба нельма. И там тогда водится много больших рыб нелим. Работы участников вошли в сборник тезисов 30-го Всероссийского детского конкурса «Первые шаги в науке». В этом году сборник посвящен 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Марфелина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Резидент технопарка «Анимационная студия» создала 4 мультсериала в этом году на родном языке благодаря поддержке национальной вещательной компании «Саха». В каждом сезоне по 10 серий. Контент в первую очередь направлен на развитие детей. Кристина Якупова расскажет подробнее. В республике продолжается работа по сохранению родного языка и культуры. Новые возможности для этого дает цифровизация. Так, компания Multiditech создает мультсериалы на якутском языке, используя 2D и 3D-анимацию. Отличием данной продукции является то, что в ней делается уклон на образовательную часть. Мы создаем наши анимационные проекты в первую очередь для наших детей, чтобы наши дети развивались на умном контенте. Потому что, как мы знаем, в интернет-площадках известных дети смотрят все подряд, и не всегда этот контент он полезный для детей. Да. Основная миссия нашей компании, нашей студии – это создавать именно умные образовательные проекты. По уровню технологий они ничем не отличаются, не уступают по качеству проектов, которые можно посмотреть на федеральных каналах. Над проектом трудится большой коллектив специалистов. Создавая детский анимационный контент, команда тщательно анализирует рынок. Компания занимается созданием 4 мультсериалов, каждый из которых предназначен для отдельной возрастной группы. Допустим, если мы берем возраст малышей, то им в контенте важна музыкальность, яркие персонажи, несложная анимация, то есть простая. А если мы говорим о возрасте уже дошкольного возраста, то им нужна уже история с какой-то сюжет интересный, уже большое количество героев, персонажей, какие-то проблематика какая-то, в самом сюжете, чтобы им было интересно смотреть.
Мультсериалы доступны в сети интернет и на телевизионном канале «Мамонт». На следующий год у команды имеются планы по развитию проектов и популяризации своего дела. Так ожидается создание новых мультсериалов, а также проведение бесплатных курсов по мультипликации для школьников. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. Что подарить близким на Новый год? Об этом можно было не задумываться посетителям ярмарки, прошедшей в школе 8-го вида в поселке Нижний Куранах. Сувениры, предметы быта и шедевры подготовили воспитанники, рассказывает Татьяна Вахнина. Необходимые в хозяйстве вещи и предметы кухонной утвари, очаровательные сувениры. В канун Нового года в школе 8-го вида открылась выставка-ярмарка. Все шедевры явились авторскими. Мы сначала это делали, строгали рубанком, потом зашлифовывали специальной наждачкой. Потом мы наносили рисунок специальной этой бумагой, потом начали выжигать выжигателем. Новогодняя ярмарка в школе 8-го вида является традиционной. Шедевры для нее мальчишки и девчонки готовят на уроках технологии, а также на внеурочных занятиях. Работа над некоторыми из вещей занимает не одну неделю. Мастерства и фантазии ребятам не занимать. Хватает мальчишкам и девчонкам терпения и усидчивости. Ярмарка-выставка у нас проходит ежегодно. Иногда даже 2 раза в год, то есть вот зимой перед Новым годом в декабре и в марте. Все обучающиеся принимают участие в подготовке. Мальчишки на столярном деле, девчонки на швейном. Ярмарка проходила в 2 залах. В первом можно было выбрать подарки на любой, даже самый взыскательный вкус. А выставка в соседнем зале была посвящена главным героям наступающего года – очаровательным зайчатам и котикам. Работы выполнены не только ребятами под руководством своих педагогов, но представлены работы выполнены вместе с родителями. Родители тоже принимают активное участие. И все, что мы видим здесь, сделано руками ребят, педагогов и родителей. Сегодня в школе 8-го вида обучаются порядка 100 ребят. Вышивка и рукоделие, работа с деревом и металлом, рисование и лепка. Развитию творческих способностей воспитанников уделяется особое внимание. В школе ярмарки проходят постоянно. Кроме того, мальчишки и девчонки одерживают победы и во всевозможных конкурсах. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Педагоги первой городской школы Ленска креативно подошли к оформлению своего учреждения к Новому году. На каждом этаже в рекреациях появились фотозоны, а коридоры украсили нежные бумажные снежинки и веселые снеговики, рассказывает Светлана Болеева. Волшебная новогодняя сказка, ель и гордые олени рядом, заснеженная лавочка и фонари у елок. Камин, как положено, с настоящими дровами. Для каждой локации выбрана определенная тематика. Идея создания таких необычных декораций принадлежит педагогам-организаторам. А дальше уже работали воображение и фантазия детей и их родителей. Фотозоны, это отдельное, мне кажется, спасибо родителям, которые старались, пилили, вырезали тут ночами. Первый раз у нас такое, что вся школа оформлена полностью. Праздничные фотозоны мастерили с помощью подручных предметов и материалов – пенопласта, картона, ткани и даже палочек от суши. Склеив их, педагоги создали светящиеся подарочные коробки. Фотозона с белой аркой – тоже их творение. Ее установили буквально перед нашим приходом, поэтому сделать фото на новом фоне желающих было достаточно много. Каждую перемену прохожу по школе и вижу, как ребятишки фотографируются с селфи, все различными, лежа на диванчиках, на лавочках. То есть понятно, что им это очень нравится. Очень нравится. И, конечно, охота, чтобы такие фотозоны были не только в Новый год, это охота, чтобы дальнейшие праздники также сопровождались интересными идеями, которые, причем мы им не подсказывали, они воплощали сами, как они видят эту фотозону. Многие предметы педагоги и дети принесли из дома. Благодаря этому в интерьерах появились искусственные ели, лавочки, фонарики с подставками и даже теплые пледы. В создании праздничной атмосферы в школе принимали участие все без исключения. Я принимала участие, мы украшали актовый зал с 11 классом. Сразу создается такая атмосфера новогодняя, хочется уже встретить Новый год. А также у нас на переменах включаются новогодние песни, сразу хорошо становится.
Фотозоны украсили елочными игрушками, гирляндами, мишурой и фольгой, бумажными нежными снежинками и веселыми снеговиками. Фантазии участников не было предела. Младшие школьники тоже внесли свой вклад в создание праздничной атмосферы. Их фотозона оформлена в сказочном мотиве. Родители ребят сами изготовили импровизированные подарки из коробок, обернув их красивой бумагой и обвязав бантами и лентами. Очень праздничное настроение. Интересно, что лежит в подарках. Может, это наш новогодний подарок, может, нет. Настроение хорошее. Только недавно появилась фотозона, мы ее все рассматривали всем классом. Месяц трогали, шарики пытались достать. В этом году ни у кого из учеников школы нет проблем найти место для новогодней фотографии с классом или сделать селфи с друзьями. Фотозоны тут представлены на выбор. Сегодня в учреждении царит атмосфера новогоднего праздника, сказки и волшебства. Светлана Болеева, Александр Личук, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.